Опа. Ребята, всем привет! Август месяц, тепло, относительно тепло, но жара такая спала. Была тридцаточка такая, сейчас 20 градусов, плюс-минус. Ну, солнышко, тепло, в общем, красота. Сегодня интересная рыбалка, ребята. Сегодня я приехал на место детства, так скажем. Раньше здесь был огромный галечник, вот этих кустов не было. И мы сюда переезжали на пароме. У нас еще понтонной переправы не было, был паром. Переезжали на великах, ехали полями, лесом. И вот сюда приезжали. Здесь было, ну не знаю, для меня здесь было это дальнее место и очень уловистое. Мы здесь кидали спиннинг, рыбачили на удочку, рыбачили на донки. И для меня здесь прям, знаете, такой дальняк-дальняк был. А я здесь оказался, ребят, неспроста. На днях я выезжал спиннинговать. И как раз в этой локации, ребят, бросал спиннинг и увидел этот галечник с другой стороны. Так как я проезжаю обычно его, когда я иду в низовьях, я держусь с той стороны реки, потому что, как бы, ну, тропа у меня вот здесь. Там дальше остров, я ухожу левым берегом и ухожу. Но как раз на днях я спиннинговал, ребята, и спускался с плавом. И остановился здесь, просто для себя посмотреть. И в данный момент, ребят, нет той воды, а вода очень сильно упала. И как раз есть место порыбачить. Сейчас покажу, ребят, немножко сплава, ну, как я спиннинговал. Вот, немножко баловался, ловил окушков, щучек, ну и так далее.
валун. Такой крэнк небольшой, заглубление небольшое у него, ребят. Что-то 0,5. Ой, тонкое все, деликатное. Поставил поводочек вольфрам. Все-таки, может, щучка мелко. И вот так пойдем, обрывчики будем прокидывать. Ой, как все легенько, как классненько. Ага, скрипит. Ну, нормально, что. Андрюха же ничего не смазывает. Ручку смазать надо. А где-то на якорек и будем рыбалить. Уже какая-то травку зацепил. Руки черные от румпеля. Вот окушок любит такие места. Но я все-таки иду на одну точку. Хочу ее там хорошо так обкидать, порыбачить. А так пока с плавом пойдем. Короче, не знаю, ребят, что получится. Охота именно вот сегодня такую рыбалочку замутить. Не знаю, начну пока с такого воблера. А дальше поглядим, может, вертушечку какую-то лучше надо будет. Ну, лодки, ребят, одному здесь танцевать можно. Жесткий корпус, красота. Тут вдвоем спокойно можно двигаться. Такие дела. Попробуем, короче. Поклевочка, ребята. Первая. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это щука. Щурагайка. Тихо, подруга, тихо. Ну ты чё? Ну понятно, скажи, приманочка-то по мне. Давай, подруга, иди. Блин, не достал полотенце. Полотенышко надо, ребят, достать, чтобы было все у нас цивильно, четко, круто. Вытираться надо. Ну, ходил там окушок еще небольшой. Догонял. Ну вот, щучка маленькая. Но я так не задерживаюсь, ребята. Видите, меня уже утащило от берега. Я как бы сильно тут не хочу задерживаться, так как иду на точку. О, руки рыбой запахли. Первый окунь, ребята. Конечно, это не то, что мы хотим. Вообще не наш размер. Но вот таких много выходит. Видно хорошо. А съел-то как, блин, ё-моё. Братан, ты чё? Ну, крючочки здесь маленькие. Ну, как раз на окуня, ребят. На жереха, на езя, головля. Такой крэнк. Давай, братуха. Ты что-то маловат. Маловат ты. Опа. Ну да. Вот таких много выходит, ребят, видно. По 3, по 4, но не берут и сопровождают. Нам бы что-нибудь на коптилочку, ребят. Штук с десяток бы подсобрать. Было бы неплохо. Красавцы, ребята. Журавли. Вон какие. Не кричали. 4 штучки. Пара. 2 пары. Это журавли, да. Красавцы вообще. Поклевочка, ребята. Небольшая щучка. Очень уже небольшая прям. Выходила там вязь, кстати, еще у меня. Ну, такую стыдно брать.
Пускай бежит. Там вязь хороший выходил. Я уже поднимать его, он жик поднялся. Ну, походу сопроводил просто, неактивный. Там в начале окунь, ясь, щучка. Ну, все равно местечко такое, я говорю, прикольное. Раньше здесь очень круто было. Я обычно проходил раза 2-3 вот это место и домой. Ну, наконец-то, более-менее, ребят, кусочек такого уже можно взять. Красавчик, да? Сейчас мы его, ребят, зачекинем. Ну, такая, ребят, небольшая рыбалка. Я хотел, конечно, справляться целый день, но у меня позвонил телефон, в общем, приехал Саныч там по делам и как раз привез мне там кое-какие вещи с города. Надо было срочно рвать в деревню. Саныч, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Спасибо за ГСМ. Очень выручаешь меня, так как бензина жгу очень много. Спасибо, родной, тебе за 92 АИ. В общем, ребят, так, баловался, в общем, и как раз именно вот здесь, чуть ниже, вот я рыбачил, вышел на берег, смотрю, походил, так вспомнил. Блин, так захотелось сюда приехать. Ну и думаю, а что нет, поеду, только и ни на какой фидер, там, ни на какой спиннинг, а поеду, ребят, на закидушки, на продольник и, ну, естественно, на старую добрую наживку, это минога. Сейчас чуть выше остановился на обрыве, ну, 2 кочки, ребята. 28 штучек, как с куста. Ну что, посмотрим, что у нас тут есть. Есть или нету. Глинка хорошая. Самое то, ребят, самое то кочки. Пошла жара, ребята. Сейчас накопаем. Думаю, нормально. Где-то я видел, вот она. Первая есть. Опа. Вторая. С напарником, конечно, побыстрее. Сейчас, которую кочку начал дергать, там уже убежали. Ну и тут тоже могут вылететь быстро. И... О, третья хорошая, ребят, смотрите, какая. Самая вкусная. Ну, как замечено, сильно здоровые тоже плохо. Надо средние. Мелкие такие тоже не пойдут. Окуни и на эти будут хапать. А вот средняя самый то. Она и поживучее будет, подольше на крючке будет жить. Вот глина синяя. Кстати, полезная, лечебная для кожи. 3 штучки. 3 штучки, ребята, есть.
Смотрю, там поползли, ребята. Есть, там есть. Ух. Все, бубенцы намочил. Считай, привык. О, какая хорошая. Так, 4-5, да? Нормальный ход. 6-я. 6-я, вот 7-я вижу. 7-я. Нормальная кочка. Тут место классно. Обрыв хороший. Я когда, если еду, всегда здесь останавливаюсь. Место тут классно. Песок тут классный, мягкий. И они тут живут. Так, ладно. Работаем дальше. Опа. Не то что-то. А, тут бревно, блин. Я думаю, что тут за хрень? Тут бревно, ребята. Фух. Ну вот как-то так. Процесс увлекательный. Интересный. Вот она. И далее, ребята. Какая там, не помните, 8-я вроде, да? А нам сколько на рыбалку надо? На продольник 10, только на зарядку 9. На закидушки 6, только на зарядку. Ну, я еще донки брал. Сколько найдем? Все наши. Такие дела, ребят. Ну вот так как-то. Иду вверх по течению, потому что вот эта муть, кочек потом не видно будет. И лодка, чтобы не уплыла, главное. Не перевязал я ее. Сейчас ямку сделаю, ребят. Обычно вот так. Ну, надо примерно понимать, потому что еще тут я сбился. Заодно водичку поменяем. Ой, махом-махом зарываться начали, ребят. Тихо. На месте. Куда поползли? Стоять, бояться. Деньги не прятать. Так. Так, еще одна. Так, погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. О, видали, как сдались, ребят. 25, 26, 27, 28, 28. Все вроде.
нормально, на рыбалку хватит. Зарываются они махом, конечно. Все, отлично. В первую очередь поставлю закидушки, ребят. Ну, это минога такая насадка, это моя насадка детства. Мы раньше только на нее рыбачили. Ловили очень достойно, потому что наживка, ну, как на живца получается, только немного интереснее. Я сейчас приготовлю закидушки, выставим закидушки, ну и поедем поставим продольник. Продольник, скорее всего, ребят, я его выставлю и проверять не буду. Возможно, если надоест, скучно будет, то вечером перед сумерками проверим. Вот. Так что разбираем снасти, все готовим. И начнем рыбачить. Точнее, уже будет все рыбачить, а мы будем спокойно заниматься лагерем. Поставим палатку, заготовим дров. Короче, все у нас будет как-то так, ребят. Сегодня лайтово, кайфово. Такие дела. На этом месте на нас выходил медведь с корешем, с Владом мы здесь были. Пацанами еще были. Ночь, август, рыбачили налима. На этих камнях хорошо налим попадался. Да раньше он везде был, вот налим. И вот медведь сюда выходил, пугал нас. Я даже в воду забежал. Ну, вроде все обошлось. Сами видите, жив-здоров, с вами разговариваю. Я взял еще донки. Посмотрим. Сначала вот закидушки поставлю продольник. Это нам надо будет 16 миножек. Ну или личинок миног. Кто как называет, кто-то вьюнами называет. Вот. Это только на зарядку. Возможно, будет бить окунь, язь. Эти хулиганы, они просто обрывают ее в клочья. На крючок не цепляются. И, соответственно, с вечера, если выйдет язь или окунь, то нам просто наживки не хватит. Вот и все. А донки уже посмотрю. По существу, так скажем. Вот эти, кстати, ребят, очень крутые. А вот эти прям на крабиках. Прям такие зверские. Надо вот такие прикупить. У меня разные. Вот маленькие есть, большие. Ну, колокольчики, понятно, это на донке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Отлично. Погнали. Так, ребят, ну вот примерно первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая там. Ну вот плюс-минус. Там уже трава, там уже не походишь. Погнали, ребят. Все те же самые, ребят, у меня удильнички от Наутилуса. Батлер AVD. 150 грамм тест у них. Вот один поводок. Такой, сантиметров 30. Грузила на вертлюге сотка. В принципе, нормально. Ну и немножко. Поехали. Ох, как давно не занимался. Как, ребят, я давно не занимался.
Ну что, подруги, готовы? Ух, какие. Покрупнее чуть надо. Хрен еще их так возьмешь. Руку немножко в песке, чтобы держать. Надрываем губу обязательно, иначе зароется. Не сильно тоже, ребят. Вот так раз. Сейчас ей будет больно, и она не будет зарываться. Ну, здесь еще и камни, тоже хорошо. И вот сюда под хвостик сверху на прокол. Раз. Все, крови нету. Вот и в воде, ребят, вот она. Такое у нас чудо исполняет. Поехали. Чем быстрее в воду мы их отправим, тем эффективнее будет. Ой, как мелко, ребята. Глубины вообще нет. Перекат. Ну, такие места любит ясь. Говорю, раньше здесь, конечно, было поглубже. Вроде стоит. Тащит. Вроде встала. Соточка. Все, вроде встала. Ну вот, друзья, вот так я бахнул. Здесь-то 1,5 метра. И вот дальше больше, вот там уже глубина 2-2,5. Ну, там где-то в районе 3 метров. Ну там, в принципе, видите, вот кусты такие, уже трава. Не очень удобно. Но если будут поклевки именно на крайней, то будем что-нибудь туда смещать. Вот так вот.
Так, ребят, ну что, все, сделал, груз собрал. Обычно, если на песках, то просто песок собираешь в мешок. А здесь камни, как бы нормально. Ну, поклевок пока нету. Все-таки солнце высоко еще, ребят. Думаю, что вечерком все равно хищник выйдет. Чуть выше, получается, поставлю продольник. Он у меня, конечно, щучий, с металлическими поводками. Ну, будем ставить одинарники. Вот. Попробуем. Можно поставить пелагический. Получается, будет от самого дна и постепенно подниматься кверху. Можно загрузить. Сейчас будем думать, как лучше сделать. Потому что ночью, на самом деле, крупная щука, та же, она поднимается, ребят, на поверхность. Ну, вот так мое местечко выглядит со стороны. Ну, плюс-минус, ребята, где-то я вот здесь его поставлю. Вот наш груз. Ну, как и якорь сейчас будет у нас. Ну и поплавок, естественно. Сейчас мы, ребят, замотаемся здесь. Так. Вот. Сейчас нас вот будет держать. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. У меня, конечно, есть и якорь. С собой еще стал возить якорь. Ну, вроде как нормально, да? Сам, ребят, продольник. Еще раз говорю, он у меня щучий. Я не знаю, уже давно продольниками не занимался. Были у меня продольники, и кто-то у меня их просто посрезал. Я оставлял на ночь. Даже ролик вроде есть на канале. Приезжаю, просто леска, грузы, все, короче, все посрезали, блядь. Настолько мелочные люди, что просто, я не знаю. Ладно, проверил, там рыбу снял, допустим, что-то еще. Нет же. Надо все оторвать. Так, крючки. Минога. Крючочки, ребят, поставим мы сюда. Вот такие, я думаю, нормально будет. Десять штучек. Как раз у меня 10 поводков. 10 крючков. Вот, не знаю, будем грузить его, не будем грузить. Вот думаю, пелагически сделать или загрузим. Как вы думаете, ребят, не знаете? Тоже вот не знаю. Всякий случай приготовлю. А так вот, связанным, ребята, у меня карабинчик нам тут не нужен. Нам нужна бутылка с водой не полностью наполнена. Это будет как у нас завоз продольника самого. Ну или как второй бы поплавок бы он служил. Все, поехали. А так получается основная леска, ребята, здесь у меня единица. Потому что бывает, что и по леске перемещаешься, ну, держишься за нее, соответственно, держит. Вот у меня сантиметров 50, наверное, 0,4 леска и поводок к ней. Вот, это щучий. Но мы здесь будем, ребят, цеплять крючки, одинарники. Не знаю, как-то первый раз так делаю, но что потом не стал я вязать. Вот. Ну и будем насаживать миногу. Крючки здоровые. Миногу бы, конечно, покрупнее. Такой процесс не быстрый. Ну, поставим и забыл, как говорится. Губу надорву. Может, буду грузить. Сейчас пока буду думать, ребят. Первый готов.
Вот. 10 крючков у меня, как мне помнится. Можно, конечно, оставить его, ребят, пелагическим. То бишь, здесь у нас будет на поверхности, а к самому продольнику он будет на дне у нас. Вот, как-то ну так. Как вы думаете, ребят? Я вот не знаю, как лучше сделать. Опа. Ну, зато если щука хапнет, ребят, у нас здесь уже поводочек стоит. А так я обычно вот просто делаю леску. Вижу крючок. И все. Ну, наверное, жара, ребят. Все-таки, наверное, я утоплю его. Пускай он будет на дне. У нас охота открылась. Всех охотников поздравляю. Блин, воды много. Ведро большое. Соответственно, тяжко ловить их. Ах ты, опа. Иди сюда. Поймал. Да, утопим, ребят. Я думал, утопим. Пускай на дне будет. Оп. Можно насаживать по-другому, кстати, ее. Не за спинку, а за голову. Опа. Второй. Вот так вот. Ну и так, в общем, ребят, 10 крючков. Потом дальше покажу. Так, друзья, ну что, все. Продольник я завел. На конце у меня петля. Тут на карабинчик. И еще дополнительно у меня свой груз, ребята. Я не гружусь, получается, к тому грузу, а гружусь. Вот у меня тут такая рельса. Это еще остатки, так сказать, нашего детства. И цепляюсь я вот сюда, к нашей бутылочке. Вот так вот. Цепляемся мы сюда, ребята, к нашей бутылочке. Затягиваемся. Все. Вот у нас все готово. Теперь я вот думаю, ребят, грузиться, не грузиться, оставить пелагический или не знаю, вот. Как-то что-то я даже не знаю. Наверное, загрузимся, ребят. Просто одному будет тяжело потом проверять. С одной стороны. С другой стороны, скорее всего, надо. Все. Вот так вот наша оснастка, ребята, будет стоять. И в принципе тут даже не один груз, ребят, нужен. Тут нужно 2 груза. Еще на середине загрузиться. Ну ладно. Загружусь только в конце. Сейчас пройду до самой бутылки. Хотя на пелагику, ребята, ставим. Попробуем на пелагику. Хрен знает. Давно не занимался, ребята. Так что пускай стоит пелагический. Все. Это начало, это конец. У нас от самого дна до поверхности. Да, замыло место, конечно, блин, вообще жесть. Раньше тут намного было круче. Посмотрим. Не буду я ставить груз. Ставим так. Такие дела. Все на базу готовить. Лагерь, дрова, палатку. Все в этом духе.
Посмотрим, проверять буду, не буду. Ну вот, будем смотреть, если бутылка будет плясать. Прям дергаться. Бывает, что такое. А стерлядь попадается, она даже выпрыгивать начнет. То скатаемся, проверим.
Так, распаковка. Кашка есть гречневая со свининкой. Хлеб, понятное дело. Хлеб всему голова. Масло не масло. Коржик есть к чайку. Котлетки, ребята. Котлетки, курочка. Этот паёк, короче, Алена Сергеевна собирала, ребят, чтобы вы понимали. Мама моя. Жарко, лето. Это заморачиваться так не особо охота. Готовить что-то, знаете. Вот осенью, когда налим, холодно. Ну и нарезочка. Лучок, огурчик, помидорчик. Сдобрить все это мазиком. И будет, ребят, вышка. Как вы думаете? Ножи у меня здесь. Этот под кухню. Вот такой у меня практик. АУС-8 нержавейка от Русбер. Чисто рубать что-то, кромсовать. И здесь у меня рыбачок с гравировочкой Кована 95Х18. Вот такой набор. Так, что-то будем, котлетку съедим, наверное, да? Кашу что-то вообще неохота мне греть. Чай хочу пить, ребят. Вот эта тема, да. Журавли, блин, пачками вылетают с той стороны. Видать, где-то у них там на полях они там сидят. Сейчас вот на реку. Мошки очень много. Чаечек уже подходит. Водичка закипает. Жалко, заварного нету, ребят.
Ну ладно. Такого попьем. Все равно костровой. И мимо. И мимо, ребята. Сейчас покажу, что с миногой. Смотрите, что стало с миногой. Чуть-чуть не засек. Чуть-чуть. Хорошо поклевала. Ну вот это так, в принципе, могут ези делать окуни, ребята. Досталось прям конкретно. Сижу, чувствую, слышу, как будто брякнуло. О, что осталось? Фарш, ребята. Вот так вот. Блин, не засек, а. Вышел кто-то и не зажигал. Тут поклевка, ребята. На какой только не понял. Тут два удара. Бабам, бабам. Вот, пожалуйста. Стемнело. Хищник пошел гулять. На какой только звенел, хрен поймешь. Ну точно вот на вот эти бубенцы. Блин, а. Ну и все, походу. Или срезал, или что-то еще. Так бы уже долбило, если засекся. Ну вот он. Пошла канитель. Фонарик надо одевать. Темно уже, не видать. Хреново. Туча еще стоит здесь. Только что еще, ребят, была поклевка. Смотрите, как ударил. Разорвал все нахрен. Я про то и говорю, что если стая подойдет. Я вот там сейчас пока перенасаживал, слышу тут друн-друн. Думаю, ни хрена себе поперло. Ну, подхожу и смотрю, да. Если стая подойдет, ребят, тут минут хрен хватит. Комаров сколько вышло. На песке удобно, конечно. Руку смочил песком и все. И порядок. А тут приходится мучиться немножко. Мне просто понять сначала, кто это клюет.
третью миногу уже. Получается 3 миноги минус. Сейчас вроде есть. Зацепил, ребята. До этого опять же клюнул. Только отошел. И кто тут у нас? О, головли. Головли, ребят. Хороший головлик. О, какой, смотрите, красавчик. Головлист, значит. Злодей. Какой нормальный. Красавец. Ну тут уже хапнул, так хапнул. Я просто вот такую миногу, ребят, смотрите. Вот так, видите, как он ее рвет. Красавчик. Ух, какой. Что, садок у нас первый, ребят. Головлик. Такой грамм 600-700, наверное. Просто не дают, ребят. Бля, как звенел там, бля, а? Все? Хорош, блядь. Жесть просто какая-то. Да. Кто-то есть, что ли, блядь? Не могу понять. Ага, есть. Вот, смотрите. Даже такой головли, ребята. Что делает? И вот, смотрите, какая минога. За год просто сожрал. Головлики, короче, тут вообще балдеют нормально на перекате. Не, главное, где вы были-то днем? Только стемнело, иначе понеслась. Смотрите, что с миногой, ребят. Видали? Звенел он изрядно. Заглотил засранец. Что с миногой, ребят, смотрите. Вот так вот, ребят, такая раздача. Сколько поклевок? 6 подряд было, получается. И головли. Даже такой вот небольшой головлик. А какой урон миноги. Такие дела. Главное, клюет, ребят, так крайне и так крайне. Но это крайне хоть возле лагеря.
Я же еще, ребят, даже не поел. Я вон котлету только надкусил. И вот как давай они тут звенеть. Ну, небольшой, видите, он ее рвет и как бы не доглатывает. И, ну, выплевывает. А так бывает, бам, поклевка, достаешь, ну, сидит на крючке, а минога еще живая рядом. Не успевает просто хапает и все. Ну тот же налим, стерлядь. Позвенели так прикольно. Часик побегал. 8 часов вышли. Сейчас 21:02. Все, ребята, август месяц. Темные ночи уже. Повесил лампу. Ушел с той стороны. Этот пепел летит прямо на стол. Неправильно чуть выставился. Что-то ветер как будто в ту сторону был. Сейчас ветра нету и с леса как бы идет на реку. Такие дела. Ну, как-то вот так оно. Нет. Странно, почему вот днем не клювал. Рыба-то это она дневная, по идее. Я не рано приехал, в 2 приехал. Пока туда-сюда, пока ставил. Странно. Ну, вот они обычно вечером, вот и утром ранним, вот они тоже хорошо клюют головни. Луна у нас растущая, ребята. Так резко все, ребят, началось. Так резко все и закончилось. Но все равно по кайфу, ребят. Дома это дома. Костерочек шумит. Лодочка. Палатка небольшая. Рыба не клюет, как обычно. Но все равно, ребята, кайф. На реке на своей, конечно, вырос. Больше, так сказать, своего уже рыбацкого, наверное, этапа пройдено именно здесь. Да. Свои болота, ребят, свои леса они, конечно, держат. Красота у меня здесь. Ну вот вечер, хоп, на час они прям выскочили и все. Как правило, сейчас ждешь налима обычно. Но налим рано еще, ребята. Рановато еще. По налиму. Через месяц будем пробовать. Сегодня тепло, классно. И дождя не было. Я думал, дождь будет. Прелесть вообще.
Закрываемся, как говорится, запираемся. Так, фонарик сюда, нож всегда с собой. Сейчас разденемся и будет великолепно. Подушка здесь. Штаны снимаем. Будем отдыхать. Так, ребят, ну что, время у нас час 12:43. Перезабросил. Поклевок больше не было. Провалялся так. Чаю напился, капец. Кружек 5, наверное, 6 выпил. Все в конденсате, все сырое. Полез в палатку. Будем отдыхать. В общем, уже до сегодня. Вырубая свет. Такие дела. На утряночку, короче. Будем рассчитывать. Может, позвенит. Ну и продольник. Конечно, ставки на него тоже есть. Так, ну что, перезабросить надо. Все тут классно. Все живое, все классное. Где утренний голавль? Где утренний голавль? Время самый раз. Восход солнышка. Тут была поклевка, ребятки. Не знаю, с утра, не с утра. Я, в принципе, никого не слышал. Миноги нету. По самый хвост сожрали до крючка. И все. Тут рыба, ребята. Ху-ху-ху. Смотрите, охренеть. Надо же, а. Окунь попался, ребят. Его щука жрала. Смотрите, всего выжрала
заглатывала и выплюнула. Это же надо же. Миногу, короче, щука не берет. А вот живца прям за здрасте. Да и хорошие порезы-то, смотрите, ребят. Ё-моё. Вот такой кушок попадается на миногу. Щуку, короче, минога не интересует, ребят, почему-то. Мы сейчас, когда фидером рыбачили, я тоже ставил. Нифига, только живца поставил, сразу была поклевка. Ну ладно, кто-нибудь доест. Чайки налим. Блин. Доброе утро, ребятки. 5 утра. 5 утра. Я, может быть, еще и спал. Сойки тут как начали крякать. Кря-кря. 2 штуки дерутся за что-то, не знаю. Видать, что-то нашли. И давай тут орать. Ну, в лесу вот. Рядом бор. Это лесная птица. Такая никчемная. Но охотники используют, бывает, ее на пушнину, на капканы. А так воровки воровками. И солнце, ребята. Вот оно встало. Только-только встало и сразу лучи солнца прям в палатку. Я сначала приоткрылся, потом приоткрыл даже вторую дверь. Короче, валялся, ну, надо вставать. Блин, не знаю, ребят, я лег во 2 часу, я еще долго не спал. Час, наверное, я еще не спал. Выходил я еще даже перезабрасывал, потому что был какой-то звон. Но это оказалась тупо ветка большая. Она натянула леску, идет по течению и звенит, короче, как будто поклевка. Вот, ну ладно. Ну и вот сейчас время уже, ну не 5 уже, наверное, ребят. Сейчас, подождите. Время, да, почти 6 уже. Это я открыл глаза в 5. Ну и вот одна пожеванная, одной миноги не было, и вот окунь весь обсосанный щукой. Щука его полностью почти заглотила, он весь белый, но почему-то выплюнула его. Утренний завтрак, ребята, как в садике, коржик. Это, кстати, наш Сыктывкар хлеб молочный. Вкусно делают. Кто будет, ребят, в Коми, обязательно Сыктывкар хлеб заедьте и Сыктывкар пиво. Кто, ребята, приезжали, всем понравилось. Вот. Короче, холодный чай, ребята, коржик. Греть не стал. Вчера чурку напополам разрубил. Положил, вот она всю ночь тлела. Костер так как-то, ребят, все равно и безопасней. Дым какой-то. Животные там. Я там не говорю, какие-то там медведи, волки. Те же лисы, они шныряют. Запахи всякие происходят. Нахрен она здесь нужна, чтобы она мне лазила. Дым это как-то побезопасней. Ну вот, не знаю, жду утреннюю поклевку, ребят, в руку. Ну, эта щука, наверное, долбила нормально. Я изрядно, значит, вырубился-то. Все-таки час-два я хорошо спал. Ну, так и получилось. Во втором, в 2, если я еще валялся. Но 2,5 часика, если поспал, ребят, то это шикарно.
Ждем. Утро. Самый разгар. Окунь, ясь, голавль именно должен выходить в это время. Ну и щучка, видите, на точке есть, но много неинтересно. Ну а курноса не прыгала вечером и утром, ночью не прыгала, значит ее ожидать здесь не придется. Место такое, ребят. Место все. Место умерло. Красиво. И только. Место умерло. Свальчик идет в ту сторону. Вот, поклевки вот все вот тут на те крайние получается. Они вчера звенели. Там и щука, сейчас окунь. Ну и вот правда вот на эту крайнюю там на самом перекате голавль. Стоять, бояться, деньги не прятать. С носа буду проверять, ребята. Первый поводок минога есть, живая. Второй поводок миноги нету, сбита. Грязно, сбита. Третий поводок минога есть. Вроде и живая. Четвертый поводок, ребят, минога есть. Вот тут как раз пелагическая она ходила. То бишь она на поверхности здесь. Пятый поводок. Все тут у нас прекрасно. Миножка есть. Грязи, конечно, жестко. Шестой. Тоже все присутствует. Седьмой. Все нормально. Здесь уже около дна, по идее. Восьмой. Минога есть. Девятый, все отлично. Или 10 уже какой тут, ребят, не помню. 10, наверное, да? А нет, вот 10. Много есть. Вот такие, ребят, дела. Делишки. Ни хрена у нас ничего не получилось.
ребятки, собрался. Ну, в общем, все сами видели. Комментариев жду от вас комментарии, что вы скажете. Я немножко разочарован, потому что надежда была прям на миножку. Но, к сожалению, вот 8 поклевок там, ну, не считая утренних, там, окунь, не окунь. Мог бы привалить бонус какой-то в виде щучки, но это рыбалка. Красивое место. Путникам оставляю немножко дров. Можно тормознуть, попить чая. Но, к сожалению, ребята, все, река просто сдыхает. Глубины нету. Будем искать, ребята. Кто ищет, тот всегда найдет, правильно? Правильно. Все, полетел.